Закон о кадастре недвижимости был принят парламентом Абхазии во втором и окончательном чтении в конце 2024 года. Вступил в силу 1 октября 2025. Цель закона – создание единой базы данных о земле и объектах недвижимости, обязательная регистрация всех сделок в госорганах и повышение прозрачности прав собственности. Реформа должна была решить проблемы с регистрацией имущественных прав, чтобы избежать судебных споров и незаконного отъема недвижимости. Но вначале возникли сложности. Очень тяжело пришлось вначале, потому как большой объем людей пришел, нетипичный. Кстати, я хочу вам сказать, что такое количество людей вообще не приходило в БТИ в обычном режиме. То есть их должно быть в 3 раза меньше. К нам было за 2 месяца обратилось 1100 человек. Обычно, да, получается. 1100 человек. Часть из них сказали, что они месяцами ждали в БТИ своей очереди. Кто-то начал процедуру в апреле, кто-то начал в июне, в июле. И они то же самое прошли, ту же систему ожидания в системе БТИ. И это вот ажиотаж, который сформировался вокруг вступления закона в силу, сформировал такое большое количество людей. Что касается мнения депутатов, они считают, что вот это большое количество людей, то, что мы быстро их не смогли обработать, это из-за того, что система не работает. Но это не так. В отличие, что делала БТИ и почему у нас так сложно? БТИ проводила просто переучет, либо выдача сведений из своего архива. Что делаем мы? Мы делаем полный переучет всех материалов. То, что все, что было в БТИ, мы должны сперва поставить на учет, зарегистрировать и потом уже предоставить человеку. Когда люди уже возвращались со сделок, около 40 или 50 сделок было совершено, они получали в течение того же дня или на следующий день материалы. То есть это не неделями длящийся процесс запроса материалов в БТИ, возвращения, потом обработка, осмысление того, что там написано, и проверка ваших данных. Это уже просто выдача готового результата. В 2022 завершено создание автоматизированной системы кадастра. Однако за 3 года подготовки и обсуждения закона данные устарели, подчеркнул Тимур Сангулия. Это еще одна причина, из-за которой возникли сложности в реализации принятого закона. Мы в 2022 году произвели сканирование и оцифровку всего архива именно инвентарных дел БТИ. Оно у нас было в электронном виде. То есть это были электронные образы инвентарных дел. Далее в течение 3 лет мы занимались переносом уже сведений из инвентарных вот этих оцифрованных материалов в цифру. В прямом смысле этого слова эти цифры уже можно было поиском находить и обрабатывать. За эти 3 года, конечно, в некоторой степени наша информация устарела. И о самих учетных объектах, это о зданиях, то есть информация о том, характеристики, какого ширина, площади, высота этих зданий, наличие вообще этих зданий. И о правообладателях тоже, конечно, изменилось. 2 декабря на заседании парламентского комитета по государственно-правовой политике парламентарии предложили приостановить действие закона о кадастре недвижимости до 1 июля 2027 года. Закону пришлось очень нелегко, он перестраивался во множество раз с учетом замечаний всех министерств. Был в парламенте на рассмотрении целый год. И после этого еще претерпел некоторые изменения, и сейчас мы направляем, то есть мы развиваем закон по мере уже правоприменения. Какие особенности его реализации сегодня? Очень сложно получить материал некоторые было от БТИ. То есть доступ к материалам некоторый период очень тяжело нам давался. Почему не предоставляют? Вначале это была скорее организационная проблема. Постановление Кабмина вышло немножко позже, чем мы ожидали, о передаче материалов, чтобы это было официально, чтобы это было максимально четко и подробно. После этого некоторые территориальные органы не захотели передавать нам доступ к материалам. Это вот Гудаутская БТИ, нужно отметить, что не получилось получить доступ к материалам. И мы не можем полноценно выполнять учетно-регистрационные действия в этом регионе. Это не касается сельских администраций, там, где по хозяйственной книге присутствуют, либо решения и иные документы, которые появились в сентябре 2025 года. Такие документы нам позволяют без учета БТИ проводить учет и регистрацию недвижимости. Мы не делаем некоторые работы, которые присущи только местной администрации. Например, введение объекта в эксплуатацию. Это вот появился объект на территории одного района. Его вводит в эксплуатацию сам район, его органы. Экспертизу вот этого всего проводит орган.
БТИ, как часть этого органа, должна предоставить свой пакет документов, чтобы они знали, как он устроен. Точно так же, когда появляется самострой, это тоже, по сути, сдавшее введение объекта в эксплуатацию. Либо законное перестроение своей собственности. Это тоже своего рода экспертиза. Ну, своего рода, потому как эта процедура в архитектуре в рамках градостроительного кодекса проходит. И там частью являются БТИ. То есть кадастровая палата не может заменить работу БТИ, не может. получается? Нет. По словам Тимура Сангулия, в предлагаемой депутатами поправке отсутствует промежуточный период. Это означает, что в 2027 году кадастровой палате придется начинать работу заново. При этом на текущий момент кадастровая палата функционирует в штатном режиме. Как отмечает Тимур Сангулия, накопленный материал обеспечивает ее деятельность. С 1 октября по 5 декабря 2025 года общее количество заявлений составило 1159. 300 выписок передано заявителям на сделки в нотариальные конторы. 134 заявления – это различные обращения граждан и органов. 43 сделки вернулись на регистрацию прав. Еще 33 выписки готовы к выдаче, заявители еще их не забрали. Штат кадастровой палаты составляет 65 человек, в том числе 9 сотрудников БТИ. Требуется еще 10 специалистов. Это юристы и регистраторы. Гугут Савардания, Джамбул Чхапелия, Абхазское телевидение.